10 команд по 5 человек в каждой. Тема брейн-ринга – донорство. Игра объединила студентов и участников молодежных организаций из разных уголков региона. Всего 2 раунда, в каждом из которых ребята отвечают на 10 вопросов. Если у человека есть татуировки, может ли он быть донором? Сколько раз в год можно сдавать кровь и ее компоненты, нормы эритроцитов в крови? За сколько донаций можно получить знак почетного донора? Никаких подсказок и всего 30 секунд на обдумывание ответа. Правила игры предельно просты. Игра очень интересная, лично для меня, потому что я узнала очень много вещей. Команда моя, к моему счастью, очень даже умная. На большинство вопросов я сама не смогла ответить, но благодаря моим друзьям, скажем так, по команде, я смогла как-то заинтересоваться в этих вопросах, узнать для себя что-то новое. Для студента физико-математического факультета Берса Хамхоева привычнее разгадывать шарады на логику и решать сложные задачи, чем отвечать на вопросы про кровь и ее компоненты. При этом с молодого человека можно брать пример. Он донор. Сам я не раз давал кровь, плазму, также на мероприятиях ресурсного центра. Донорство – это очень, мне кажется, благоугодное дело, очень хорошее дело, так как немало людей, также в республике и по всей стране, нуждаются в крови. В какой команде больше всего знающих и любящих медицину и гематологию определит компетентное жюри. Но независимо от результата, игра пришлась по душе всем участникам. Отвечали на некоторые вопросы, правда, не совсем то, что ожидалось. Очень много было там про процентов, про первооткрыватель этого всего. Мы же более думали, что будут по типу состав крови. Включая меня, было 3 медика, старались отвечать. Откликнуться на беду и спасти чью-то жизнь. Каждому третьему жителю Земли хоть раз требуется переливание. Потребность в обычной крови растет с каждым днем. Брейн-ринг проходит в рамках социального проекта «Я буду донором». Проект призван привлечь внимание к этой проблеме. Команды мы набирали очень разные, не было никаких исключений, то есть что возраст, все это. Вопросы сами вы увидели очень разные, я как говорю, от 1 класса до академиков. Поэтому и при этом мы делали так, чтобы вопросы раздавались очень рандомно. Есть вопросы, которые я думаю, что 100% все знают ответов, но на них отвечала только половина. А есть вопросы, которые я реально сам не знал ответа, ребята на них отвечают. Сражаться игроки будут несколько раундов, а команда лучших получит ценные призы и подарки в виде телефонов, смарт-часов и не только. На этой интеллектуальной игре акции в рамках проекта «Я буду донором» не заканчиваются. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.